на прямой связи. Андрей Андреевич, здравствуйте, добрый вечер. Ну, у вас добрый день, насколько я понимаю. Добрый вечер, Гульсун. Да. Андрей Андреевич, я знаю, что вы пристально следите за вот той алармистской риторикой западного истеблишмента. Вот как вам сейчас видится ситуация? Ну, я внимательно наблюдаю за ситуацией в Вашингтоне, собственно, находясь здесь в центре событий. Последние 5 месяцев охарактеризовались напряженной борьбой внутри администрации Путина, администрации Байдена по отношению к Путину и к украинскому кризису. Вы же помните, какого успеха достиг Путин на саммите в Женеве 15 июня. Он заставил Байдена промямлить, в общем, практически под его диктовку, требования к Украине выполнять там московскую интерпретацию Минских соглашений. Это вызвало возмущение американского истеблишмента, Конгресса, глубинного государства. И украинская дипломатия блестяще воспользовалась этими возможностями. Уже на саммите Зеленский-Байден 1 сентября был совершенно другой разговор. Там Байден забыл про этот мем Минские соглашения. А подписанная 10 ноября хартия стратегического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами, на мой взгляд, это исторический документ. Он характеризует лишь твердую решимость Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов не позволить Путину осуществить его планы покорения Украины. Там очень сильные формулировки, можете еще раз к ним вернуться, но важно, что они на наших глазах воплощаются в жизнь. Это и ежедневные поставки вооружений Украине, это и подготовка законодательства американского и переговоры с союзниками о введении так называемых адских санкций в случае вторжения. Ну, эти адские санкции, они не скрываются. Это газовое и нефтяное эмбарго России полное, но при этом как такой мелкий вопрос, как Северный поток, это просто закрывается навсегда. И арест русского триллиона, актива путинской верхушки в юрисдикции Соединенных Штатов. Это очень серьезный сдерживающий фактор. И Соединенные Штаты как никогда раньше полны решимости поддержать Украину, оказывая любую военную помощь, ну, кроме непосредственного участия американских дивизий в боевых действиях, и сокрушительную экономическую и политическую поддержку введением совместно с Европой адских санкций. В этой ситуации полномасштабное такое вторжение, оно и раньше-то было авантюрой, без такой даже степени западной поддержки. Ну, что они собирались? Оккупировать Украину? Как это они себе представляли, интересно. Ну, а сейчас это просто перспектива крушения путинского режима. Что такое нефтяное и газовое эмбарго? Это лишение базиса всего этого преступного клептократического государства. Ну, а на ваш взгляд, вот почему для администрации Байдена сейчас в этой ситуации очень важно не ударить в грязь лицом, да, и поддержать Украину? Потому что если посмотреть на последние несколько лет, то Соединенные Штаты Америки показали свою недееспособность в поддержании своих союзников как минимум дважды. В первом случае во времена правления Дональда Трампа мы это видели в Венесуэле, а во времена администрации Джозефа Байдена тоже случилось в Афганистане. То есть на какую... Вот именно поэтому афганистанская катастрофа, в смысле информационного картинки на глазах всего мира, это, конечно, была катастрофой. Она чрезвычайно вдохновила всех диктаторов мира, и прежде всего Китай и Россию, которые увеличили свою активность своих действий по решению исторических для них задач захвата Тайваня и захвата Украины.
Любая из этих успешных задач будет означать в глазах всего мира не просто какую-то очередную неудачу Соединенных Штатов. Это будет означать уход Соединенных Штатов из мировой истории, исчезновение их как активного игрока. Это поняли, наконец, американские политики, поняли очень твердо, несмотря вот на те колебания, которые были в администрации Байдена. Так что вот та формулировка, которую они раньше еще предлагали, unwavering support, несокрушимая поддержка Украины, сейчас она действительно несокрушимая. Она основана не только на симпатиях к Украине, но вообще это экзистенциальная проблема для Соединенных Штатов. Дать Путину покорить Украину – это историческое поражение Запада, уход его из мировой истории. То есть это не только такая имиджевая потеря Соединенных Штатов Америки, но и с другой стороны, если Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки позволят России поглотить Украину, это в том числе и может дать карт-бланш Китаю пойти военным наступлением на Тайвань. Правильно вас понимаю? Он на следующий день начнет высадку на Тайване. Это всем прекрасно понятно. И уже ведь Соединенные Штаты стараются пока довольно успешно создать такой оборонительный блок на Тихом океане. Австралия, Япония, Южная Корея, Индия. Ну кто же поверит каким-то им обещаниям, если на глазах всего мира они откажут в поддержке. Это уже вопрос решенный для американского политического истеблишмента. Но вот я боюсь, это не до конца поняли в Москве. Они настолько ослеплены своей ненавистью к Украине, что они не могут отказаться от этих планов. Ну вот к Москве еще вернемся, но все же вот когда мы говорим про Соединенные Штаты Америки, насколько далеко они могут зайти в помощи Украине в этой конфронтации с Россией? Не станет ли так, что Соединенные Штаты ограничатся какими-то, возможно, полумерами, чтобы как-то договориться с Россией по Украине и сконцентрировать полностью свое внимание на Китае? Это вот такая мулька, давайте сконцентрируемся на Китае, для этого нам нужно помириться с Путиным, а для этого надо уступить ему, например, вопрос. Это уже не проходит. Это российская агентура проталкивала здесь годами этот тезис. Сейчас он потерпел полное поражение. Сейчас прекрасно понимаю, что эти две вещи связаны. Тайвань и Украина связаны одной цепью. Падение одного будет означать падение другого и конец Запада, как силы мировой истории. А еще вот такой вопрос. Как вы оцениваете заявление, публикацию Foreign Policy, где речь идет о том, что Энтони Блинкен якобы давил на демократов, на конгрессменов, чтобы те сняли поправки Северного потока-2 из оборонного бюджета США? Ну, я не знаю. По-моему, кстати, не о Блинкене шла речь, а о Байдене в этой публикации. Я не путаю. Но неважно. Но это какие-то, понимаете, Северный поток, между прочим, самый серьезный удар по Северному потоку нанесла сама Германия, приостановив его сертификацию. Ну, объяснение такое за сценой, что Соединенным Штатам не хотелось бы оказывать давление на Германию, тем более на новое правительство, полагая, что оно и само с этой задачей справится. Мы знаем теперь имя нового министра иностранных дел Германии, это Анна-Лен Бербок. Она принципиальнейший противник Северного потока и очень надежный друг Украины. Так что я думаю, что... Ну и кроме того, какое имеет дело, значение, собственно, Северный поток, если речь идет вообще о газовом и нефтяном эмбарго в случае российской агрессии. Андрей Андреевич, вот по поводу Москвы еще хотела несколько вопросов задать. Я знаю, что вы следите очень активно за пропагандистскими средствами массовой информации РФ. Вот какой можно сделать вывод из тех тезисов, которые они там педалируют, из тех тезисов, которые они там сегодня озвучивают? Я слушал
кусок беседы вашей с господином генералом. Ну, я полностью согласен и с вами, и с вашим гостем. Ну, просто идет непрерывный 24 часа в сутки гляйвец. Ведь вся эта российская пропаганда, да что пропаганда, это крупнейшие руководители государства к этому прибегают. Все они заявляют, из каждого московского чайника несутся предупреждения о неизбежных украинских провокациях, на которых придется ответить. Вот мне кажется, что они устроят серьезную провокацию в самое ближайшее время. Они понимают все-таки вот эти угрозы Запада. На крупномасштабную операцию они сейчас не пойдут, и они хотят вот испытать волю Запада. Вот Запад предупредил, что он эти адские санкции внесет в случае, даже формулировка такая была, масштабного вторжения вглубь Украины. А вот они попробуют какие-то в духе своей гибридной войны пробные шаги, которые вы обсуждали, под видом устроить какую-нибудь провокацию в Крыму или на линии соприкосновения, нанести сильный ракетный и авиационный удар или по украинским военным на линии разделения, или по каким-то складам оружия, и посмотреть, как будет Запад на это реагировать. А в то же время громадным криком обвинять украинцев в провокации, пытаться их дискредитировать в общественном мнении. В этой ситуации требуется максимальное сотрудничество разведок и Украины, и с союзниками, прежде всего американская электронная разведка, чтобы схватить этих провокаторов за руку. Потому что немедленно начнется такая информационная борьба, так сказать, кто распял этого донецкого мальчика. И последний вопрос. Вот недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готовится, обсуждается вопрос возможной встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина. Как вы оцениваете вероятность такой встречи? Может ли она действительно состояться? И после того, как она состоится, вот эта накаленная обстановка, она вот разгладится каким-то образом? Вы знаете, Москва каждый день сообщает о двух вещах. О готовящихся украинцами провокациях и встрече Байдена с Путиным. А в Америке ни одного не было сообщений. Более того, вчера у Псаки на пресс-конференции спросили, а готовится? Она сказала, мы ничего подобного мы не рассматриваем в настоящее время. Москва, Путин так был рад, что ему удалось как-то, я не хочу подобрать какое-нибудь более-менее вежливое слово, задурить Байдену мозги и выдавить из него эту поддержку Минских соглашений, что он хочет этот свой подвиг разведчика еще раз повторить. И они уже помешались прямо на этой личной встрече. Ну, у Путина два блестящих опыта. Он, в общем, превратил в пыль дурака Трампа на встрече в Хельсинки 3 года назад. И, в общем, как-то поиздевался над стареньким Байденом в Женеве. Но это прекрасно понимают в Америке, и больше ему этого не позволят.